Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите мои видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, за вашу поддержку и вашу помощь. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим на его ближайшее будущее. Ближайшее будущее — это срок 3-4 недели. Посмотрим, что его ждет и что в его жизни будет происходить и меняться. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Загадайте, назовите его по имени, обратитесь мысленно к высшим силам и попросите подсказочку, информацию, да и вообще, все об этом мужчине расспросите, что вас конкретно волнует и беспокоит. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ладно. Интересно, здесь показали вас и еще одну женщину. Вы и еще одна женщина. Может быть, это ваша конкурентка, соперница, может быть, даже какая-то бывшая. Либо это его родственница, допустим, там мама, мама, которая лезет в ваши отношения. Здесь четко на этой женщине вышел крест. Со стороны мужчины вышел крест. То есть как отказ от этой женщины, как разочарование в этой женщине, либо как решение не воспринимать эту женщину всерьез, как полноценную, как важную, как имеющую на него какое-то воздействие, влияние. То есть отказ от какой-то женщины, разворот от какой-то женщины. Но это не от вас, от какой-то другой. В это сложно будет поверить, ведь именно с этой другой женщиной он связан какими-то очень прочными, нитями, цепями, веревками, чем-то он был очень долго связан. И казалось, что никогда этого не произойдет, никогда этого не случится. Но он на ней поставит крест. Он от нее отвернется, он от нее развернется и пойдет в направлении к вам. Понимаете, к вам пойдет. Да. Слушайте, вас это событие не на шутку порадует, и даже сложно будет как-то поверить в это, что это реально происходит. Не сразу вы в это поверите, но как поймете, что это правда, но будет радость у вас, радость и такое праздничное настроение на душе. Так, еще я вижу какой-то конфликт. Конфликт между вашим загаданным мужчиной и каким-то другим мужчиной. Конфликт, конфликтные отношения, разборки, неприятности. Может быть, там что-то с деньгами связано, может быть, с какими-то возможностями. Может, они как даже конкуренты друг другу вот так в такой позиции стоят. Конфликт. У них здесь все очень напряжено и горячо. Дойдут, скорее всего, до какого-то рукоприкладства, по крайней мере, за грудки друг друга подергают. А потом, вот знаете, как резкий такой, как хлопок, щелчок, что-то резко меняется. И вот из состояния вражды они прям в такое в братство перетекают. Не просто друзья, но как братишки становятся. Братишки. Вот в этот момент нужно его прям покошмарить, поконтролить. Иначе он может с этим своим другом, вновь обретенным другом, братишкой, уйти во все тяжкие. Но пить несколько дней подряд, либо где-то кульбасить несколько дней подряд. Здесь важно, чтобы вы проследили. Само по себе событие хорошее, ведь лучше дружить, чем враждовать. Но последствия этой дружбы, они могут быть достаточно плачевные, потому что алкоголь, возлияние алкоголем никому здоровья не добавляют, но уйти во все тяжкие там вообще чревато всякими неприятностями. Важно, чтобы вы были рядом, и важно, чтобы вы эту ситуацию отслеживали. Не позволяли ему злоупотреблять, скажем так.
Так, что касается вопроса между вами, вот какое-то есть напряжение тоже между вами. Вы от него чего-то ждете, а он этого не делает, либо в упор этого не замечает, либо он делает все абсолютно наоборот. И вас это очень сильно раздражает. Вот вы считаете, что он на вас внимания не обращает, либо ему глубоко, все равно, да, что он там ваши чувства задевает, что он не отвечает вашим ожиданиям. Но опять же, вы все разные, у каждого своя ситуация. Я вижу, что вы на него обижены. Обижаетесь, обижены и немножко даже в нем разочарованы идете. Девочки, я сейчас раскрою вам страшную тайну. Ваш мужчина не понимает, чего вы от него ждете. Не понимает, он этого не ощущает, он это не считывает. Вы конкретно ему ведь ничего не сказали. Да, вы ему намекали, да, вы там как-то ему, я не знаю, контуром что-то обрисовали, но он не понял, в упор не понял. Даже больше скажу, возможно, в тот момент, когда вы с ним там говорили и, грубо говоря, душу перед ним изливали, он вообще думал о чем-то другом и просто вас не слышал. Не слышал, да, может, он смотрел вами и любовался, да, либо представлял, что вы там вместе слились в экстазе. Вообще не понял, что вы ему говорили. Не надо на него обижаться, просто нужно перед ним конкретный вопрос поставить ребром. Вот я хочу это, либо мне нужно вот это. Вот конкретно смотря ему в глаза. Поверьте, это будет лучшее. Это будет и понятно, и доступно, и вы сразу от него получите ответ. Но серьезно говорю, кого-то отыграется, что мужчина вообще не понимает, что вам это нужно. Даже не догадывается, что вы там хотите что-то более серьезное, либо романтики, либо нежности, либо каких-то подарков. Да? Он не понимает этого. Нет в голове у него этой информации. А если конкретно в глаза сказать, девочки, он все сделает. Все для вас делает. Ему для вас ничего не жалко. Ему всегда хочется вас баловать и радовать. Потому что когда вы смеетесь, у него душа радуется. У вас смех какой-то необычный. Он очень любит, когда вы смеетесь. Не просто улыбаетесь, а именно конкретно смеетесь. Понятно, что вы все девочки разные, но вот смех очень такой живой, ни на кого не похожий и как отрада для него идет. Вот он послушает, как вы смеетесь, так ему приятно на душе, так хорошо становится. Вот этого именно хочет. Так, еще вопрос по поводу верности. Есть у кого-то вопрос по поводу верности. Мужчина, либо фривольно себя ведет с другими женщинами, либо в принципе, да, он как, может быть, отношения не сформированы, да, вы еще официально там не пара, не вместе. А может быть, он в разъездах у вас постоянно, да, и вы переживаете, там, что он погуливает, не погуливает, есть ли у него там другие женщины. Девочки, на сегодняшний день я вижу интерес какой-то женщины к нему, но ответного интереса я не вижу. Что касается будущего, то здесь, девчонки, все в ваших руках. Все в ваших руках. Опять же, скорее всего, я вам секрет открою. Может быть, и полусекрет, может быть, вы уже о чем-то таком догадывались. У вас мужчина сексуально активный. И ему нужно больше, чем любым другим мужчинам. Да? То есть, если там любому другому 3 раза в неделю это прям совсем уж лимит, то этому нужно как минимум 5-6, да, а может быть даже по 2 раза в день. Вот. Либо ему именно конкретно с вами столько нужно. То есть вас он очень страстно желает. И в отношениях с вами он недополучает. Может быть, в принципе, у вас еще не было с ним интима. И вот он прям только об этом и думает, что очень-очень сильно хочу. А у кого-то отыграется, что вы вместе живете, может быть, и в паре, в браке находитесь, но вы его на каком-то таком жестком пайке держите, да, на такой жесткой диете именно в интимном плане. И ему реально не хватает. Из-за этого он может фантазировать, что-то придумывать, смотреть какие-то фильмы, либо вас специально провоцировать на ревность, пытаясь вам как-то так преподнести эту информацию, что ему нужно больше, что он не просто мужик, а альфа-самец, да, причем такой неутолимый. Пожалуйста, девочки, обратите на это внимание. Может быть, вам следует почитать какую-то литературу, да, либо сходить на прием к сексологу. У некоторых из вас в прямом смысле слова может быть разница темперамента, да, назовем это так.
Может быть, пока мужчина, ну, такой молодой, в полном расцвете сил, либо только недавно вы сошлись, да, ему нужно больше. Со временем он немножко подуспокоится, поутихнет. Просто нужно об этом всем говорить, и вы, пожалуйста, не зажимайтесь. Если вы уже вместе, если у вас уже все случилось, ну так балуйте и себя, и его, и тем более это очень полезно для здоровья. Да. Как-то так идет. Не вижу я у него других женщин, и в ближайшем обозримом будущем тоже не вижу. Я надеюсь, отсыпочка вам подсказала, и вы немножечко разнообразите вашу интимную жизнь. По крайней мере, она у вас станет богаче, да, вот по количеству раз. Это важно. И для него важно, и для вас важно. И вы перестанете думать об этом, ревновать. И он будет вести себя совершенно по-другому. Так, девушки, женщины, у кого с мужчиной, ну, допустим, раздельное проживание, и он проживает где-то далеко от вас. Может быть, общаетесь вы с ним только лишь в интернете. Что у вас поменяется? Но смотрите, он будет к вам приезжать, либо разговоры о приездах будут. В принципе, здесь он будет постоянно вам говорить о том, что он, да, направлен, нацелен на вас. Если он работает, то, скорее всего, как отпуска будет ждать. Но вот я вижу, разговоры будут там за билеты, за поездку. То ли вы к нему, то ли он к вам. Будете это обсуждать. Это будет. И он будет абсолютно честен и открыт в своих вот мыслях и ощущениях. Так, еще что у него поменяется? У кого-то, кстати, из мужчин работа поменяется. Здесь мужчина на пути к своей звезде. Может быть, он планирует на кого-то работать, либо с кем-то работать, либо поменять свою работу, может быть, даже своим каким-то бизнесом, делом заняться. Вот звезда ему ярко светит, он на нее смотрит и идет в ее сторону. К звезде он идет, к своей звезде. Если работа будет меняться, то, соответственно, и времени больше будет уходить на работу. Здесь, девчонки, нужно будет просто потерпеть. Потерпеть, подождать, пока он там попривыкнет, научится, набьет руку. Потом все будет нормально, все будет хорошо. Здесь мне показано вообще, что мужчина немножко больше станет зарабатывать, либо у него, ну, в принципе, больше свободных денег появится. Да, это хороший знак. Так, девушки, женщины, у кого проблема в семье между вашим родственником, ну, допустим, там, мамой, да, и этим мужчиной, которого вы загадали. Вот у них там проблемы в семье. Ну, вот они как друг друга, может быть, там недолюбливают, не воспринимают. Ну, разные проблемы бывают. Да, такой негативный немножко идет ток. В ближайшие несколько недель, давайте так, обтекаемо вам скажу, да, в ближайшие несколько недель здесь они между собой о чем-то договорятся, либо между ними какой-то разговор произойдет, который все поменяет. Поменяет. Я не могу сказать, что прям полюбят они друг друга, но они о чем-то договорятся и не будут, ну, переходить рамки, я не знаю, там, допустимого, дозволенного. Как-то, может быть, даже дистанцируются, но опять же по договоренности. Конфликтов станет гораздо меньше. Меньше. Диалог какой-то между ними вижу. Так, еще перемена, которая произойдет, но уже не с мужчиной, а именно с вами. У вас больше будет уверенности в себе, в своих силах, в своей красоте и даже в каких-то своих талантах, способностях. Вы как крылья обретаете, что-то произойдет, что-то случится такое, что даст вам толчок. Толчок веры, толчок уверенности в себе, в своих действиях, в своей правоте, в своих возможностях. Девушки, женщины, постарайтесь максимально долго оставаться в этом состоянии уверенности и используйте его, это состояние, на благо себе. Вы за какой-то короткий срок очень многого сможете добиться в этом именно состоянии уверенности в себе. Девочки, мужчина мужчиной, но это ваша жизнь. Как бы там у вас ни складывалось, ни происходило, но вы у себя одна.
И вы должны вот прям до конца оставаться уверенной в себе, в своих силах, в своей, знаете, как самостоятельности, автономности и независимости. Для вас это очень важно. Я вижу, что вы такой человечек, вы не можете вот слепо положиться на другого, либо довериться другому. Здесь как возможность какой-то огромный кусок торта урвать, да, либо сливки снять, либо в один момент вот прям возвыситься. Пожалуйста, не упустите этот момент. Мужчина никуда от вас не денется, а вот этот случай, который летит в вашу жизнь, он, знаете, как 1 на миллион идет. Поэтому уделяйте время себе, не забывайте про себя и живите полноценно. Добейтесь того, что вам нужно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.